хореограф в момент создания, придумывания какого-нибудь спектакля, чего-то, да, настолько уходит глубоко в себя, чтобы понять это самому, чтобы это воплотить как-то. И все остальное отступает на задний план, возможно. Там поездки на дачу или поход по магазинам, в кино. Ты занят чем-то вот этим. Единственным на сегодняшний день важным для тебя — поставить спектакль, выразить свою мысль. И я пошел, я себя прощаю. Как это важно угадать свое предназначение, дело всей жизни. Путь в профессию для Алексея Расторгуева пролегал через Пермское хореографическое училище. Учебное учреждение с жесткой дисциплиной. Но во многом именно благодаря ней и формируется характер. Почему-то, я не скажу в процентном соотношении, но, по крайней мере, мои одноклассники, мои сверстники, с которыми мы учились вместе, они не очень любят туда приезжать вот так вот, погостить, зайти в гости, мимоходом, находясь в Перми или... Мне очень нравится вот. Я не знаю, что там такое было, чего бы... Ежедневный труд? Ну да, а как иначе? Взять любое дело. Дома по воскресеньям, когда я был маленький, родители говорили: так, мы начинаем сейчас прибираться. Нигде не должно быть ни пыли, ни грязи, все на своих вещах. Я не знаю, раз в неделю это было железно. И потом вспоминать: вот, меня заставляли, это тяжело. Не знаю, для меня это дисциплина и очень мне сейчас помогает. Как приятно, уйдя от той музыки, которая меня воспитывала в детстве, современной группы и всякое прочее, послушать классику. Сейчас только начинаешь открывать в музыке всего, что написано столько веков назад. И как это интересно с этой музыкой работать и понимать ее, танцевать, ставить на эту музыку. Музыка — это одно из главных составляющих танца на сцене. Руки максимально назад, максимально наверх. Алексей Расторгуев вот уже 20 лет танцовщик знаменитого не только в Пермском крае, но и за рубежом России театра «Балет» Евгения Панфилова. Евгений Алексеевич, о котором он с такой теплотой вспоминает, человек-явление, художник невероятной творческой мощи, имя которого закреплено в названии самого театра, благодаря которому состоялись и авторский театр, который живет и после его трагической гибели, и блестящие спектакли, и международные призы и награды, и национальные премии «Золотая маска». Неожиданный, смелый, невероятно одаренный хореограф, благодаря которому современный танец признали на государственном уровне в его отечестве. Я вряд ли думал хотя бы раз за 8 лет, обучаясь в училище, что я буду классическим танцовщиком. Вот вряд ли. Я просто очень серьезно относился к этому делу. Я учусь, это нужно этому научиться, выучиться, тем более с 11 лет, особо ведь еще и не понимаешь, что это. И по какой-то общей стихийной вот этой вот и данности я съездил, проверился в одно место, во второе. И как обычно, и как у многих у меня была мечта уехать в Петербург, каким-то образом попасть в Маринку или еще в какой-то театр. И вот эти мысли как-то кружились в голове. И на выпускной, на концерт отчетный, пришел Евгений Алексеевич. Вот, они были вдвоем с Сережей Райником. И мы встретились за кулисами после того, когда я уже станцевал положенный мне дуэт. И вот так вот мы прямо стоим. И он такой: Леш, ну что, куда ты? Куда собираешься? Я говорю: ну, Евгений Алексеевич, я вот хочу в Питер. А он вот на меня смотрит, и вот... То есть он бы сказал, он сказал по-другому. Он потом мне говорил это так, как он... И он, вот, у него, значит, уголки губ вот так вот. Человек сейчас засмеется, да? Какой Питер?
У него в глазах: какой Питер тебе? И он такой: ну хорошо, ты проверишься, останешься или вернешься? Я говорю: ну я пока не знаю. И он такой: Леш, знаешь что, давай вот никакой не Питер, пошли ко мне работать. Евгений Алексеевич, почему он и в дальнейшем, и всегда так ревностно относился к каждому своему танцовщику? Потому что он брал вот этот материал сырой и делал из него танцовщика, а параллельно делал из него личность и человека. И поэтому, когда люди уходили из театра, он очень переживал, и это была травма, которую видели все. Уходили те, кто приходил вместе со мной. И он переживал, это было ощущение, что вот потеряв одного, он разгонит всех. Это как, я не знаю, если нет одного пальца, лучше проще отрубить руку. И на самом деле, сейчас анализируя и зная себя, во-первых, я очень ленивый человек. А театр, где большое количество танцовщиков, если ты сам не прешь в гору и не доказываешь, что ты лучший и ты можешь, то человек там потухнет. Он будет стоять в задней линии и потом уже лежать будет там, не пригодившись ничему. Когда я пришел работать в театр, я получил какие-то сольные вещи. Те работы, которые заставляли меня становиться лучше в профессиональном отношении. И одна из тоже величайших его талантов заключается в том, что он очень правильно давал, а потом требовал. Был один случай интересный. Мы на вокзале где-то после гастролей, такое ощущение, что вот я только пришел в театр, и мы поехали на «Золотую маску» в Москву с Ромео и Джульеттой, а Евгений Алексеевич должен был остаться. И он прямо вот, провожая здесь нас на вокзале, значит, Наталье Сергеевне Масленниковой, которая и сейчас тоже педагог, балетмейстер нашего театра, и он говорит задачи: меня не будет, нужно сделать это. И она: Евгений Алексеевич, а вот наш дуэт с вами, кто будет, кого учить сейчас? Я в спектакле, с которым попал в театр, подстраховывал заднюю линию, потому что один танцовщик заболел. В итоге я на сцене был не больше 7 минут из 3 актов «Ромео и Джульетты». А вот Расторгуев пусть учит. И у всех шок. Танцевать за Панфилова, лексику Панфилова, мысль его, это, знаете, а вот пусть танцует, пусть учит. И потом он приехал, и потом он смотрел. И то, что творилось у меня в организме и в голове, творится до сих пор, когда я выхожу на сцену, и его уже нет. И столько было моментов в той же самой вчерашней «Реке». Идет прогон спектакля в зале. И я что-то делаю, я что-то исполняю, и я вижу, что он мне кричит какое-то замечание. Я не расслышал через музыку. Я каждый раз танцую спектакль, на этом месте я стою и, почему я тогда не переспросил? И я до сих пор не знаю, что я делаю не так в этом месте. И так происходит каждый раз. Каждый раз на сцене. Это не 2015 год. Это не я сейчас в своем возрасте и с какими-то своими навыками. Это я тогда, в то время, в том месте и в том возрасте и с тем пониманием вещей. Это потрясающе. Мне это очень нравится. Евгения Панфилова нет уже 13 лет. Он трагически погиб в 2002 году. А его ученики сегодня остро чувствуют невосполнимость потери.
И лучшим свидетельством благодарности к мастеру является театр «Балет» Евгения Панфилова, который они сумели сберечь вопреки, а не благодаря обстоятельствам. Лена Кондакова, Алексей Колбин, Мария Тихонова, Расторгуев, Сергей Райник. Есть такое выражение по отношению к нам. Я не знаю, как к нему относиться, я не знаю, как к нему относятся другие. Просто об этом мне хотелось бы сказать. Нас так в шутку называют «золотой песок». Ну, как вроде песок сыпется уже, да? Но в то же время вроде как еще и проба-то ничего. Просто получилось так, что вот это подтверждение тому, что без нас невозможен театр, еще и потому, что сегодняшнее количество танцовщиков, нас сейчас 16. То есть, получается, 10 человек, вот эта молодежь. С той поры, как я пришел в театр, это полностью обновленный совершенно 3-й или 4-й состав танцовщиков. Было время, когда мы оставались 5. Мы набирали новых. У нас что-то не получалось, в принципе, в театре. Мы не знали, как этим театром руководить, что с ним делать. И когда приходили танцовщики, и была возможность и платить и зарплаты, и все, ну, это жизнь, ну как, надо же что-то кушать. Они учили репертуар, это было год, 2, 3, 4. Потом случалось что-то, да, и они уходили все. И мы оставались 5. Мы грызли локти. У каждого были свои моменты переживания. И все. Мы собирались вместе. И снова собирался состав через 2 года 15 человек. И он снова уходил. Поэтому вот без этих людей, наверное, действительно невозможен. И сейчас, спустя это время, мы уже многое научились, многое поняли. Никто, мне кажется, из нас в одного не сможет удержать 15 человек. Но вот эти 5, которые есть, и сейчас очень хочется в это верить, и очень хочется за это бороться, чтобы из этих 15 не ушел даже ни один, не то что все. И мы уже знаем, как это делать. Возобновленные спектакли из Золотого фонда и верность заложенным традициям, одна из которых – обязательное участие в Витебском фестивале современной хореографии. Нас любят очень дома. Но дома мы, как и в семье, где родные и близкие видятся ежедневно, и то, что называется быт, да, он некоторые эмоции скрадывает, съедает. А когда очень долго не видишь родного, близкого человека, да, и встречаешься с ним, а этих людей в вашем Витебском зале вот столько, ты понимаешь, что ты действительно находишься среди родных. Ты находишься вот в этой семье, и Витебск настолько неотъемлемая часть вот этой любви, которая живет в нас по отношению к миру. На IFMC балет Евгения Панфилова привез любимые в Витебске спектакли, поставленные хореографом, сформулировавшим в свое время балет обнажения сути. Среди них одна из последних работ мастера «Бабы», 1945 год, уже после его смерти удостоенной «Золотой маски». Простой, задушевный и обжигающий рассказ о горькой женской доле вдов и матерей, в которой непрофессиональные артистки балета толстых, еще одного детища Панфилова, вложили так много души. Вот он, Панфилов, в каждой его постановке. Что клетка, что песни, что бабы. Вот он бил туда, куда надо. Вот. И зритель его понимал и любил за это. Не было пустоты, не было чего-то. Вот это та наука, которую я каким-то образом хочу понять, хочу как-то почувствовать, научиться этому.
Работа Евгения Панфилова и сегодня мерила искусства современного танца. Но жить только прошлым, тем более творческому коллективу, нельзя. Поэтому в репертуаре театра появились новые, свежие по мысли спектакли. И не только в постановке приглашенных балетмейстеров. Взялся за хореографию художественный руководитель театра Сергей Райник. Попробовал себя в новом качестве и Алексей Расторгуев. Сегодня у него 3 ипостаси – репетитора, танцовщика и хореографа, на счету которого с десяток интересных постановок в 3 группах уникального театра «Балет» Евгения Панфилова. Одна из них – спектакль «Глазами клоуна», в 2014 году представленная на национальную театральную премию «Золотая маска» в 3 номинациях. Мы съездили на «Золотую маску» с работой, которую поставили не приглашенные хореографы, а поставил я, который работал с Евгением Панфиловым, то есть своими силами. Мы не взяли ее, и очень хорошо. Но мне кажется, что вот эту большую яму, которая называется «Потеря Панфилова», вот мы с ним приехали на «Золотую маску» тогда, и его не стало. И прошло вот это время, и мы своими силами, этим же театром, снова поехали на «Маску». Как мне кажется, вот мы проехали вот эту яму огромную, мы в ней не утонули. У меня вот такое ощущение. И возможно, что сейчас без него мы вернулись на тот уровень, который он оставил в плане театра. Я прочитал полностью Бёля. Я понял про что. Я отсек моменты политические, военные, всякие. Что-то, понимаете? Меня просто вот безумно зацепила манкость вот этого выражения. Вот это метафора. Глазами клоуна. Ну вот не знаю. И вот, взял я на себя глупость и смелость и назвал спектакль так. И еще раз повторюсь, для меня вот это выражение, вот эта метафора, вот именно что в ней мне очень нравится. Глазами, да? Грубо говоря, на сцене танцовщик, он, да, как кукла, как петрушка, как комедия дель арт, если оттуда верну. Грубо говоря, клоун, да? Грубо говоря. И что вся наша жизнь игра, и вы, сидящие люди, вы тоже играете в свои игры, вы тоже вот эти марионетки, которые вырастают, кто-то в один образ. Мы каждый день играем этими образами, понятными нам, и, возможно, примеряем их на себя. И вот глазами зрителя, одного танцовщика, одного персонажа, вся история может быть увидена одними глазами одна история, а другими глазами другая история. Вот как-то вот здесь. Вот мне настолько она понравилась. И да, от Бёля там нет ничего. Я его беру, и я просто ухожу. Нет, а вы делаете так, не надо, ты как собака. Педагог-репетитор из меня вообще отвратительный. Это я понял, я отсюда ушел. Меня не хватает. Потому что очень сложно мне самому с собой справиться, когда я понимаю все здесь, я могу это показать, а человек это сделать не может. Все, у меня ощущение, что я не понимаю, я начинаю ругаться, и нет, есть те, кто мне помогает в этом. Я лишь расставляю акценты, нужные мне, когда прихожу репетировать свой спектакль или свою миниатюру, что-то. Я точно знаю, что мне надо, вот это я запрещаю менять. В музыке, в акцентах, в движениях. Здесь да. А как педагог нет. Я никакой, терпения ни к черту. Что касаемо танцовщиков, как танцовщик, знаете, не хочется в этом признаваться.
менять мнение зрителя о себе, но уже столько болячек, действительно, которые, я стараюсь быть где-то честен перед собой. Если я не могу станцевать эту вещь так, как я ее делал тогда, когда я мог это делать на 100%, я не позволю себе выйти на сцену и сделать это на 50%. Я лучше уйду. Я лучше возьму кого-нибудь и научу его сделать так, как я делал это. А это будет нечестно. Вот. А что касаемо хореографа, вот здесь очень приятно вернуться в детство. Вот тут-то я себя как ребенок точно чувствую. Я понимаю, что мне это нравится. Я понимаю, что мне это безумно интересно. Меня судьба подловила на крючок. То, что я могу это делать. Не умело, тихонечко, но могу. И я уже слышал где-то вдалеке аплодисменты своим работам. И это меня поймало. И вот, пожалуй, как хореограф, вот здесь я прямо плыву по этой речке, и она такая теплая, и она такая приятная, эта вода, и столько там неизученных глубин, и столько километров впереди еще нового, неожиданного и неизведанного. Мне это очень нравится. Вот то, чем я начал сейчас заниматься, и хочу понять как можно лучше и сильнее. Последний спектакль «Антициклон», сделанный на бойцов. 11-й блок «Газовая камера Аушвиц». Да. И это было сделано к 70-летию Победы мной. Мы сели с парнями, я им рассказал идею. И мы сделали эту жуткую историю. И очень интересную. И зритель это понял и воспринял. Иногда, к сожалению, серьезные спектакли с серьезной мыслью, и ты видишь, что в зале очень мало зрителей. А если это что-то веселенькое, что-то позитивное, зрителя больше. И от этого становится, может быть, где-то грустно, потому что серьезные спектакли танцевать гораздо интереснее, чем просто так, просто какое-то веселье. Но у нас получается. И мы делаем даже одно отделение посерьезнее, а второе полегче. И мы воспитываем где-то зрителя, стараемся, чтобы ведь и ходит молодежь, и на тех же бойцов, которые были изначально придуманы и сделаны как некая толпа, просто звериная, вот эта брутальная масса 16 человек. И из 80% всех их выступлений это шоу. И параллельно с этим серьезные спектакли, серьезные темы мы делаем и поднимаем вопросы. Оставаясь танцовщиком основной группы уникального театра «Балет» Евгения Панфилова, хореограф Алексей Расторгуев по-прежнему выходит на сцену. Ведь без него спектакль будет не тот. Самое приятное для меня, когда я получаю максимум просто удовольствия, вот максимум, я не знаю, как земной шар, наверное, превращаюсь. Это время, которое обычно длится часов 15. Это вечер после прогона в театре, прогона спектакля. Вот он закончится, прогон. Я посмотрел, все на месте. Все, у всех все получилось. Никто ничего не забыл. Костюмы сшиты. Билеты проданы. Готов. Я все спокойно увидел, посмотрел. Я доволен. И потом пошли секунды, минуты, часы до премьерного показа. Открывается занавес. Потом начинается жуткая вот эта вселенная темная с непонятными звездами, планетами,
тебя все вот так вот. И уже вот эта ватная голова, когда спектакль закончился, реакция зрителя, и ты быстро бежишь домой, прячешься, сидишь и пытаешься все это осознать и что-то понять. А дальше начинается вообще ужас. Это плохо, к этому вернулся, это не то, это здесь, и хочется все так вот скомкать, выкинуть, отдохнуть пару недель и начинать делать новое.